мы смогли, мы правильно донесли через контент по видео, где находится локация, как можем подойти, где первая дверь, где вторая дверь, что можно сделать здесь. Есть ролики, которые мотивируют наших клиентов. Вот очень многие мне писали: оказывается, спасибо вам за то, что вы это делаете, контент. У меня появилась мотивация, я вот скоро собираю деньги. Человек смотрел ваши ролики в течение, там, скажем, года, и потом уже через год решился, что я приобрету. Но то, что он видел, скажем, уже нету в наличии. Как быть? У нас были такие застройщики, у которых они в черном списке. Но они были моими близкими. Приходили, говорят: брат, поставь на продажу, мне нужны деньги. Я так говорю: брат, у нас дружба, но служба. Я не могу принять твой объект, потому что он в черном списке. Я не могу продать то, что мне не нравится. Я не могу продать то, что через пару лет будет проблемой. Персонажи. Всем привет! Это «Персонажи» — подкаст о людях, которые меняют правила игры в своей жизни. Сегодня у нас человек, который сделал недвижимость интересной даже тем, кто вообще не собирается покупать квартиру. Благодаря его роликам многие впервые увидели, как выглядит рынок недвижимости в Таджикистане изнутри. Кто-то вдохновляется, кто-то мечтает, кто-то спорит, кто-то просто любит посмотреть, как живут другие. Но сегодня поговорим не только про красивые квартиры, поговорим о том, как строится бизнес через контент, почему риэлтору сегодня мало просто продавать недвижимость, и что будет, если однажды Инстаграм исчезнет. У нас в гостях человек, придумавший фразу, которая стала мейнстримом. Бозяк Хунай Дигар, основатель СК Estate Кудратулло Шарифзода. Кудратулло, рад видеть тебя здесь. Ассаламу алейкум, дустони гироми, Бозяк, подкаст Дигар дар Йортиджи. Вот ты вообще попал в недвижимость случайно, искал риэлтора, не нашел нормального и решил: давай я сам сделаю. А кем ты был до этого, до СК? До СК мы работали в школе учителем, а потом и в ресторанном бизнесе, а после миграция в Россию в 2015 году. Но так и продолжалось там 2-3 года. И в 2019 году мы вернулись, чтобы отдавать долги. И после вот началась недвижимость. А что преподавал в школе? В школе мы все преподавали. Мы универсал. И математика, и физика, и там компьютеры. Все там универсальный. А почему долги? Долги, в 2015 году, когда мы ресторан открыли, немножко в долг я полез. Это для меня был самый такой тяжелый момент. Вы тогда понимали в ресторанном бизнесе? Мы только начинали. Но это первый наш опыт был. Поэтому было все сложно. Без инвесторов, с долгами работать. Было тяжело. Вот настал момент, чтобы мы должны были покинуть город. Потому что в Душанбе было трудно заработать деньги. И мы пошли вот в Москву работать. Но, альхамдулилля, мы вернулись, все долги закрыли. У меня и там и по банку было немножко долгов. Банк меня в черный список потом закинул. И все, вот на этом мы, альхамдулилля, больше с банком никогда в жизни не работаем. Поэтому сам вот с банка брать проценты — это неправильно. И в исламе неправильно, и То есть вообще брать нельзя. в кредит, да? Да, брать деньги в проценты — это и харам, потому что в то время мы были вынуждены, мы не знали о некоторых обстоятельствах. Но так получилось. А вообще кто первым додумался снимать обзоры квартир? Ты был первым или ты был самым громким? Не скажу, что я был первым, но нас что заставило пойти в эту сферу? Это решение проблемы. Я не смог решить свою проблему. Мою проблему не смогли решить агентство недвижимости, к которому я обратился. Долгие месяцы они не могли продать. Но у меня была цель, чтобы продать недвижимость, помочь своим родным. И в итоге ни одно агентство не смогло продать. И я взял инициативу, что я сам возьмусь и продам. Потом я сделал там ролик, добавил освещение в помещение, сделал немножко ремонта. И через Инстаграм мы продали этот объект быстрее, чем агентство недвижимости. То есть ты продавал свою квартиру? Я продавал недвижимость, помещение.
Не мое помещение, а моих родных. Это было в центре, подвальное помещение, цокольное помещение. Было трудно агентством недвижимости продавать, но мы смогли. Мы правильно донесли через контент по видео, где находится локация, как можно подойти, где первая дверь, где вторая дверь, что можно сделать здесь. Можно сделать, превратить в склад, сделать офис, сделать аптеку. Ну, мы дали полную информацию, чтобы людям было понятно, что за такую цену мы еще и за $320 продавали квадрат. Это была очень хорошая сделка. Сейчас она стоит $750 за квадрат. А когда ты понял, что это не просто страничка твоя, а уже как бы большое медиа? Ну, тогда, когда я продал родным помещение, они мне там гонорар дали там $2000. Я сказал, за что? Они сказали, ну, просто возьми и все. Но вот эти $2000, они стали ключом. И потом я начал обращаться к своим друзьям, к своим братьям. Да. Союб, есть такой знакомый, застройщик. Тогда они работали в Дом печати. Они мне 3 квартиры выдали на продажу. После 3 месяцев работы у меня начались продажи. Первая квартира, вторая квартира, третья квартира. И так пошло. С этого мне $500 дали, $1000 дали, $2000 дали. Я понял, что здесь и можно и заработать, и решить проблему. А вот у тебя 600 тысяч подписчиков. Вообще, кто они такие? И неужели в Таджикистане столько людей собираются покупать квартиры? Хороший вопрос. Я над этим не думал, но не все они покупатели. Это правильно. Но есть люди, которым просто интересно наблюдать, кто как живет, где какие квартиры. Есть люди, которые просто подписаны, но годами, там, через 3-4 года они становятся нашими клиентами. Когда соберут деньги, да, они уже знают, что вот СКС — это уже доверенная платформа, мы можем им доверять. Там через годы приходят, говорят, что мы уже давно на вас подписаны, мы именно хотим купить у вас. У нас были такие кейсы, когда вот такие случались такие моменты. И в основном есть дизайнеры, которые наблюдают, где какой ремонт был сделан. Есть застройщики, есть мастера, мастера по ремонту, в какой квартире какой ремонт был сделан, как был сделан. Потому что в комментариях иногда мастера пишут, вот этот плинтус был неправильно установлен, дверь кривая, кто делал краску, неправильно подобрали краску для дизайнеров. Хороший рынок. А вот ты сказал, люди любят смотреть квартиры. А какой процент из твоей аудитории это любит делать? Или вам уже пора запустить шоу по домам там какое-то? Ну, у нас была такая идея, чтобы ходить по домам, чтобы каждый вот знаменитый показывали свои квартиры, чтобы было интересно. Но, думаю, из этих процентов, из 100, есть там 40-50%, не все покупатели. 50% — это просто любители. Ну вот если, скажем, человек не так часто, да, покупает такие, скажем, квартиры, мебель, скажем, окна, стеклопакет, это, скажем, такая длинная пожизненная стоимость клиента. Зачем такая аудитория? То есть они же не постоянные же клиенты. Люди, они становятся клиентами не сразу. Увидел ролик, понравился, подписался. Есть ролики, которые мотивируют наших клиентов. Вот очень многие мне писали, оказывается, спасибо вам за то, что вы это делаете, контент. У меня появилась мотивация, я вот скоро собираю деньги. Если люди просто звонят, говорят, мы давно в миграции, мы не знаем, как наш город процветает. Благодаря вам, благодаря вашим видео мы видим, как город процветает. Спасибо за вашу работу, продолжайте в таком же духе, но больше показывайте уличные места, чтобы мы видели, а не квартиры. Но это те, кто интересуется городом. Человек подписывается, наблюдает, проходят годы, собирает деньги, и в итоге там через 6-7 лет приходят для приобретения недвижимости. У нас был кейс на 4 года. Есть, вот до сих пор проходит. Но вот недавно, неделю назад, пришли, вот, говорят, мы уже 7-й год с вами, говорят, с 2019 года мы с вами, говорят, каждый ваш ролик знаем. Где вы, с кем вы, как вы. Знают то, что обо мне очень много, я даже сам иногда путаюсь. Но рассказали такую вещь, мне было приятно. И вот они у нас приобрели недвижимость на $200 тысяч. Инстаграм сам помогает продавать квартиры или именно твое имя? Инстаграм — это платформа, где мы можем донести до клиентов объект.
Мгм. Это не главное. Главное, чтобы объект посмотрели, а потом обратились к нам, и как мы будем дальше вести нашу сделку. Это переговоры, это осмотр квартиры, это своевременно быть пунктуальным, приходить и показывать Не, квартиру. но у нас вот очень много разных блогеров, да, например, там смотришь и уже чувствуешь, например, что, ну, скажем, машины рекламируют или что-то другое. Ты видишь, что не очень достаточно качественный товар, скажем, этот человек пытается пропихнуть. Мгм. И чувство доверия к этому человеку намного сильно падает. Правильно. То есть сейчас аудитория доверяет именно тебе, как вот человеку, который именно делает такой контент. Либо если ты вот на твоем канале какой-то другой человек придет, будет размещать, ну, скажем, подобные ролики. М. Будет ли разница? Не, мы такие ролики не позволяем, потому что за эти 7 лет работы мы тщательно проверяем объекты. Мгм. Каждый объект мы проверяем. Все самое важное — это доверие. Если потерять доверие, это уже потерять и авторитет, и все самое. Люди, пусть будет немножко дороговато, но без проблем. Мгм. У нас были такие застройщики, у которых они в черном списке, но они были моими близкими. Приходили, говорят: «Брат, поставь на продажу, мне нужны деньги». Мгм. Это говорю: «Брат, у нас дружба-дружба, но служба-служба. Я не могу принять твой объект, потому что он в черном списке. Я не могу продать то, что мне не нравится. Я не могу продать то, что через пару лет будет проблемой». Мгм. Поэтому за нашими дверями офиса нет ни одного клиента, чтобы он стучался, что вы продали мне проблему. А вот в других агентствах это есть. Если они вот, не будем называть по имени, пару ребят ошибались, сейчас по судам ходят, там, по государственным этим ходят, чтобы решать проблему. Но, альхамдулилля, у нас цель была, чтобы то, что желаешь себе, желаешь своему близкому. Мгм. Мы все самое хорошее отбираем, все самое хорошее продаем. Человек смотрел ваши ролики в течение, там, скажем, года, и потом уже через год решился, что я приобрету. Но то, что он видел, скажем, уже нету в наличии. Как быть? Мы приглашаем в офис. У нас есть каждый день приходят новые объекты. Есть лучше, чем прошлое. Прошлое уже это и ремонт там остаривает, и, ну, в прошлое это уже прошлое. Мгм. Все, что настоящее, То есть мы вы смотрим можете на бюджет. подобрать ему Да, то, смотрим на что он бюджет, хочет. что он там собрал. Мгм. На этот бюджет мы подбираем варианты, и все самое лучшее, без проблем. Не Мгм. такое, что они говорят: «Так, найди мне по вот такой цене, по $400. Мгм. Дешевый найди, я буду там терпеть 2-3 года». Есть, но мы не гарантируем то, что он построит через 2-3 года или нет. Потому что есть застройщики, которые уже 7-8 лет строят. Лично я вот высказался против этого застройщика самому ему в лицо, что ваше агентство, ваша строительная компания вот такие дела ведет. Мгм. Это и вы теряете свой рейтинг, и доверие к людям. Ну, мы говорим застройщикам, чтобы они своевременно завершали свои объекты. Мгм. Вот сейчас многие риэлторы делают, да, сейчас обзоры. Некоторые копируют, скажем, твои ролики. Мгм. Как это на тебя действует? Раздражает или бесит? И не бесит, и не раздражает. Наоборот, это мне нравится, потому что, Мгм. как говорится, хороших всегда копируют. Мгм. Нам нравится, что нас вот копируют, за нами следят, потому что без конкурента мы бы ослабили. Но есть конкуренты, мы работаем, мы делаем лучше свою работу. Когда есть конкуренция, тогда есть развитие. Да, конечно. Когда не было конкуренции, мы зашли громко. У нас был слоган «Бозя Хонайдигар». Все знали нашу компанию под слоганом не СКС, это «Бозя Хонайдигар». Мгм. Когда звонят: «Ассаламу алейкум, СКС, Бозя Хонайдигар, чьи хизмат расонем». У вас так говорят? Да-да-да, у нас. Классно. Вот вы снимаете ролики. Вообще сейчас тяжело удивлять зрителя? Или еще есть какие-то идеи? Идеи, они никогда не заканчиваются. Они с каждым разом приходят новые и новые идеи. Поэтому удивлять людей кто как умеет. Вот иногда пишут, что SK Estate — это не, скажем, не агентство недвижимости, а уже готовый полноценный продакшн со своей красивой Мгм. камерой. Это правда или смешно читать такие комментарии? Не-не, это правда, но мы в первую очередь СКС — это агентство недвижимости Мгм. с сильным продакшеном.
У нас продакшн очень хорошо двигается, поэтому без продакшена агентство недвижимости — это как два крыла, да? Здесь агентство, здесь продакшн, и мы летим прямо. А зачем агентству продакшн? Но без продакшна не было бы первой продажи. Мгм. Вот агентства недвижимости, они были как агентство недвижимости и остались там. Они не вошли в соцсети, не работали над продакшеном и остались там. Но так как мы стали агентством и двигаем продакшн, мы летим, альхамдулилля. Да, сейчас говорят, кого нет в интернете, тот не существует. Да-да, если вас нет в интернете, то у вас и нету. Один момент вот хотел заметить. Вы спокойно оставляете номер владельца квартиры. Вы не боитесь, что вас обойдут, просто без вас договорятся? И как это вообще работает? Мы агентство недвижимости, и мы хотим, чтобы люди, которые покупают квартиру или недвижимость, они напрямую связывались с продавцами. Чтобы Продавцами? звонил, А да. зачем там хозяин квартиры? Номер. Ну, люди, они в Душанбе, не в России, там, не в Америке. В Америке это все по-другому. В Турции вообще по-другому. В Дубае вообще по-другому. Но у нас в Душанбе у нас все по-другому. Люди любят напрямую общаться с владельцем. Поэтому мы зеркально все делаем. Мы иногда бывают моменты, которые говорят: «Ака, я не могу. Рахам их тамон, оставь свои номера. Мгм. Сам добивай, потому что у меня работа, у меня дети, у меня семья. Я не могу, у меня стресс, я не могу отвечать, у меня проблемы». И мы сами, когда беремся за работу, Мгм. мы все доводим до сделки, и покупатель все равно спрашивает: «Я хочу видеть собственника», потому Мгм. что он должен увидеться. Вдруг эта квартира там где-то в залоге стоит, где-то кому-то в долг отдали, где-то проблема. Мгм. И мы всегда делаем зеркально. Приходим, покупатель, продавец, Мгм. знакомыми. Вот ваша цена, вот ваш покупатель. Мы цены не ставим, все между вами. А процент сделки вы не ставите? Процент сделки — это мы не ставим. Сам продавец, если квартира продастся, объект продастся, то Мгм. есть люди, которые действительно работают по справедливости. Адулат. Мгм. Они приходят, говорят: «Ака, клиент Айшумоман». М. Вот этот клиент через вас пришел. Мгм. У нас вот была одна знаменитая телеведущая, очень хорошая такая, она по совести. Иногда некоторые мужчины такие поступок не делают. Целый месяц был на продаже, потом она звонит, говорит: «Этот покупатель от вас. Мы провели сделку, вот вам $1000». Не $2000, но $1000, потому что я отдала за не ту сумму, которую я хотела, но я продала, была вынуждена. Мгм. Она нам дала $1000 через месяц там. Мы даже не ожидали, что она вернет, нам даст такой-то гонорар. М. Бывают такие кейсы. А бывает, что люди, когда оставляешь контакты, говорят: «Я продал своим соседям, своим знакомым». А потом выясняешь, что ну, как говорится, рано или поздно все секреты становятся явными. А розы мешатки там очень байон мешат. Поэтому был такой кейс, что мои знакомые продали моим знакомым, Мгм. а потом сказали, что это я продал своим, здесь нет процентов, здесь не будет гонорара. И проходит там 3-4 месяца, и я встречаюсь с покупателем этой квартиры. И он говорит: «Ака, спасибо вам за хорошую квартиру, мы приобрели вашу квартиру, все четко, живем нормально». А потом я спросил: «Какая квартира?» Ну, мне интересно не за то, что, чтобы деньги взять, я даже и об этом не думаю. Просто интересно, где купили, за сколько купили, какая квартира. И они дали мне точную информацию, которую мой друг сказал, что я продал своим знакомым. Мгм. Не через наше агентство, а через себя. М. И вот выявилось то, что мой самый близкий человек обманул меня. Бывают и такие. Иногда самый близкий становится самым Мгм. таким. На что он зарабатывает, СКСТ? СК Эстет зарабатывает на комиссионах. Мы завершаем сделки, комиссию, получаем комиссию. А в основном у нас идет реклама. Реклама То есть недвижимости. вы берете деньги за размещение? Да, потому что откуда появилась реклама? То же самая практика, жизнь показывает. Мы оставляли контакты собственников, потом они звонили, что я дал другу, соседу. И мы решили, давайте хоть что-то мы возьмем от этих людей. Мы же решаем их проблему, потому что были объекты, которые годами не продавались.
И через наше агентство там за неделю продается. Нет логики, да? Давайте лучше берем мизерную сумму, но что хоть что-то. Потом мы за квартиру берем 1000 сомон, за дома 2000 сомон. Это когда у нас аудитория еще была 200 тысяч подписчиков. А сейчас у нас уже в 3 раза выросло, но цены на 50% выросли. Там 1500, 3000 сомон, и коммерция там 5000 сомон. А коммерция что значит? Коммерческая недвижимость. Это магазины, помещения. Значит, если просто квартиру отрекламировать, 1000 сомон. 1000 сомон. 1500. Сейчас, в данный момент, 1500 сомон. Иногда люди хотят, чтобы именно я сам рекламировал. А когда я сам иду, у меня гонорар немножко поднимается, потому что... Дратуло, вот если бы ты запускал бизнес, скажем, с нуля, с чего бы ты начал? Я бы начал с сильной команды. Я бы выбрал хорошую команду, потому что без хорошей команды идти вперед это трудно. И в основном сильная команда и также платформа. Это Instagram, Facebook, там TikTok, YouTube. Без них никуда. В первую очередь сильная команда. Почему все равно считаешь, что бизнесу нужен свой сайт? Ну вот пример для наших граждан, которые в миграции. Сейчас Instagram уже вызван в России как экстремист, да? Экстремическая или... Вот все, закрыли платформу, люди не могут продать, люди не могут даже рекламировать. Люди даже не могут купить галочку в России, потому что это уже как спонсорство в это идет. Вот платформа Instagram, которая давала плоды, сейчас в России она как без плодов. Поэтому каждому агентству недвижимости или каждому бизнесу нужен свой сайт. То есть это важно? Это важно, потому что ты берешь платформу, развиваешь, и вдруг настает время, что раз тебя там заблокировали в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке, в ТикТоке. Сейчас часто очень случаются такие моменты. Поэтому не быть зависимым от Инстаграма, Фейсбука, надо открыть свой сайт и быть независимым от других платформ. Нашумевшее видео про миллионные квартиры. Роллс-Ройсы. Да, это... То есть люди смотрят и реально покупают такие квартиры? Сейчас вот недавно мне отправили диплом, я вам потом покажу. Это люди, которые занимаются там рейтингами, смотрят, но это российская там компания. Они уже дважды мне вот в этот месяц отправляют диплом. Топ Reels по недвижимости в Инстаграме. У нас вот 2 ролика, 2 месяца подряд мы уже становимся топ просмотров роликов в Инстаграме. Ну, это просмотры. Ты уточнил, что люди любят смотреть, как живут другие богатые люди. Да, богатые, они не сидят в Инстаграме, некоторые из них, но есть рабочие, есть друзья, есть братья, которые сидят, братья богатых, которые сидят в Инстаграме. Если этот нашумевший ролик, он доходит до любого, да, там были 2 миллиона просмотров, они доходят до любого. Рано или поздно он увидит, ему понравится, и он отправит своему брату или покажет, смотри, брат, у нас здесь, оказывается, в Таджикистане есть такой роскошь на 1,5 миллиона долларов. Вдруг тебе станет интереснее. Но мы на эту квартиру у нас были 4-5 просмотров. У нас, альхамдулилля, есть люди, которые позволяют себе такую недвижимость. Не всегда Инстаграм. Многие там пишут, говорят, было бы у меня там столько-то денег, я бы никогда в жизни не купил квартиру в Таджикистане или вообще в Душанбе. Ну, конечно, такие недвижимости покупают у тех, у кого есть более 10 миллионов, более миллионов долларов, которые позволяют себе. То есть они в основном извне или отсюда? Они отсюда. У нас очень много миллионеров в Душанбе. Альхамдулилля, наши инвесторы, наши граждане Таджикистана есть очень много умных миллионеров. Просто они себя не показывают, но альхамдулилля, у нас они есть. А вот большинство комментариев было не очень уютно. Что значит уют? Вот. Уют чего? Ну, вот я не знаю, люди пишут неуютно, типа как в музее, там, как здесь жить. Потому что они... То есть как вы оцениваете уют для человека? Мне было уютно. И все, кто приходили, они было уютно. Еще не настал момент для тех, кто пишет неуютно, потому что они еще не были в этой квартире. Надо просто побыть в этой квартире. И мне написал, там пишут очень многие, окажу, есть ли возможность просто посмотреть вот эту квартиру, IPC Бинимагра. Я вот
очень многие писали, но я одному очень это серьезно сказал. Он дал мне мотивацию, говорит, я хочу посмотреть, как живут миллионеры, потому что у меня тоже цель стать миллионером. Вдруг ваша вот эта недвижимость станет для меня мотивацией. Я сказал, не проблема, мы вчера встретились. Вчера в 12 часов мы встретились, он с Багдада приехал, я ему показал. Я ему просто открыл дверь и сказал, я не буду показывать квартиры. Ты сам иди, открывай, ощущай, смотри, чувствуй, думай как миллионер. Иншаллах, в будущем можешь стать миллионером. И эта квартира, это А еще эту ничего. квартиру не каждый может посмотреть? Эта квартира нет. Ну, если каждый будет смотреть, то Вы туда экскурсии будете? да, надо. Можно и на этом заработать, но будет некрасиво, чтобы туда каждый заходил. Ну, а как вы вот отбираете, что человек может и человек не может? Ну, потому что со звонка все ясно. Там сначала человек интересуется, М. а сколько комнат, какая общая площадь, сколько жителей на этаже, есть ли парковка, есть ли магазины, супермаркет. Уже ты знаешь, что это покупатель. Потому что тот, кто интересуется, он просто скажет, акадар, акшома, мадес, там все. Хуйкне моя бурбинамша. Все. М. Уже чувствуешь, что здесь что-то не конкретное. Но это все по практике все выясняется. Человек с каждым переговором становится все сильнее и сильнее. Как ты заметил, что если вдруг там произойдет какая-то ситуация с Инстаграмом или социальными сетями, Sky State останется таким же сильным брендом? Да, сейчас я могу уверенно сказать, что, альхамдулилля, без Инстаграма, без социальных сетей, если это произойдет, то SkyState уже может стабильно себя держать на рынке, потому что уже люди приходят вне Инстаграма, уже знают, где SkyState. У нас уже по Гуглу можно найти, по рекомендациям друзей. Сейчас большинство уже сарафанное радио идет. Тем, кому мы еще 5 лет назад приобретали недвижимость, продавали недвижимость, вот они уже циркуляция идет. Мы уже видим плоды этих людей. Тем, кому мы помогали раньше, вот они идут. Они без Инстаграма, без ничего не приходят в наш офис. Каждый день у нас в офисе новые люди. Перейдем к Блицу. Самая дорогая квартира, которую ты продавал. Самая дорогая квартира, которую я продавал, 800 тысяч долларов. А самая дешевая? Самая дешевая — это вот 32 тысячи долларов. А самый необычный клиент? Самый необычный клиент. В каком смысле необычный? Это Ну, для твоего представления. есть у нас один пока. Что он делает? Он необычный, вот приходит в рваных вещах, но покупает такую недвижимость, которую никогда не ожидаешь. А самый капризный клиент? Есть такое тоже. Капризы, очень много их. Поэтому мы с каждым работаем индивидуально, и все довольны от нас. Самая быстрая сделка? Это 20 минут было или 30 минут? 30 минут, да. Самая долгая? Самое долгое — это я не помню, самое долгое. Квартира, которую ты никогда не забудешь? Квартира — это вот в данный момент у нас 1100 квадратных метров, 2,5 миллиона долларов. Новостройка или вторичка? Новостройка, Дом или квартира? дом. Купить или арендовать? Для кого как. Если ты бизнесмен, то арендовать. Если у тебя нормальные инвестиции, то покупать. Центр Душанбе или пригород? Центр Душанбе. Самый переоцененный район Душанбе? Центр у нас каждый день, вот каждый день новые новости. Центр города. Самая частая ошибка продавца? Самая частая ошибка продавца — это не прислушиваться к агенту недвижимости. Высокая цена. Самая частая ошибка покупателя? Тоже не прислушивается к агентам. Если работать с агентом, то это и плюс, и хорошая инвестиция. Если бы пришлось жить всю жизнь в одной квартире, что важнее, вид из окна или район? Район важен. Инфраструктура важна. Мечеть, больницы, супермаркеты. Район важен. Самый бесполезный совет, который дает риэлтор? Я никогда не задумывался над этим вопросом, потому что, не знаю. Ставим, как не знаем. Один совет тем, кто хочет построить бизнес через контент. Он дорогой. Дорогой? Что дорого? Совет. Давай, да? Да, один. Чтоб люди посмотрели и подумали, Да. что же за совет там такой дорогой? Слушайте внимательно. Никогда ни на кого не надейтесь. Никогда в жизни. Баумеди хичкас шидан даркорнис. Сам вот человек, он может всего достичь в жизни. Поэтому Баумеди якас шидан и тизор шидан — это самое худшее в жизни. У меня в практике было это.
надеяться на кого-то 5 лет, и в итоге ничего не достичь. А потом все зависит от человека. И Всевышний Аллах в Коране говорит: Аллах не меняет положение людей до тех пор, пока они сами не изменят самих себя. Худован холаты инсона и вознамикна, то он дамики, хады инсон холача и вознакна. Поэтому сидеть, надеяться на кого-то, что им пагамада пул метама бизнеса микром, нет, так дела не ведутся. Бхезен, по умеди хтон шамен, создавайте причину, чтобы худован от холати шмура. И вас тар холати ких шму хтон амчузор микрен, да? С каким персонажем ты себя ассоциируешь? Нет у меня персонажа, но мы пример для подражания. У нас наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Всегда работать честно, справедливо, не обманывать. Все, что желаешь себе, желай своему близкому. Спасибо, Кудратулла, что пришел. М. Рад были увидеть тебя на нашем подкасте. Спасибо, Кайфаруджон, за ваше приглашение. Персонажи